Всем привет! Как слышно, как видно? Скажите, пожалуйста, вроде бы не глючим, правильно? Что-то вообще какая-то непонятная ситуация произошла с этим всем. Так, давайте мне кажется, может потому что много файлов открыто. Хотя нет, вроде бы все нормально. Так, подождите. Так, непонятная ситуация. Так, ладно. Нет, не то. Вот экран. Угу. Так, что-то... Так, дайте я настрою сейчас, пожалуйста, все. Так. Так, ну все, в принципе, вот так вот нормально. Как слышно, как видно. Так. Где у нас? Мне уже пишут, тут Ирина, ты забыл про стрим. Ирина, я не забыл про стрим. Привет, привет. Так, сейчас, подождите, пожалуйста. Сейчас кое-что сделаю. Так, где? Копировать. Всем привет, всем привет. Я не знаю, что это за глюк такой был непонятный. Закрепим сообщение. Так. Так, в принципе, все нормально. Ирина, привет, как твои дела? Ирина, кстати, мы познакомились с Ириной лично. Видел ее в парке Земля Прайда. Очень веселая девушка. Улыбчивая. Так, можно я здесь немножко буду по ходу дела, есть турецкие сладости. Так получилось. Как получилось? Лилия Широкая. Андрей, спасибо за совместное фото. Привет с Калуги. Лилия, здравствуйте. И вам большое спасибо за поддержку, что приехали, поддержали ребят. Еще раз админу чата и Андрей, приятного вечера. Спасибо, спасибо. Так, ну что, приятного аппетита. Спасибо, садитесь тоже какие-нибудь. Чайку, мейку. Ой, какая вкусная. У меня просто как раз друзья занимаются этими сладостями. И вот они там турка привезли какого-то с Турции, и он это вот сладости там печет. И вот мимо, когда едем, всегда вот. У меня жена там была рядом, купила эти сладости. Прям как в Турции. Спасибо. Турецкими сладостями убил. Ника, здравствуйте. Ника, как ваши дела? Когда вы с директором приедете в гости? Что вы едите? Пахлаву. Привет, Екатеринбург. Привет всем. Расскажите, магнитки снова в продаже? Да, Янина, здравствуйте. Конечно, в продаже. Пишите там Александру. Или куда там надо писать. В общем, в чате спросите, пожалуйста. Там все вам ответят. Там все знают. Один я только ничего не знаю. Покажи, пожалуйста, сладости. Что, серьезно? Вы сладости хотите увидеть? Вот они, сладости. Не знаю, как вам видно, нет? Так, подождите. Сейчас открою. Вот они, сладости какие. Пахлава. Крутая пахлава на самом деле.
Не торопись, да я не успел покушать, если честно, я еще опоздал, потому что вот так бутерброды запихивал в сухомятку и доедал, потому что я очень голодный был, мы только в час дня там кушали. И я вот приехал и очень голодный был, я попросил быстро Анюту там сварганить что-нибудь. И, в общем, такие дела. Кстати, уже сюда пошли у нас а, донаты. Первый пришел 200 рублей на нужды парка. Ирина Сергеевна, спасибо вам, 1000 рублей. Любовь Алексеевна. Ну, нужды парка, Любовь Коллегина всегда подписывает. Спасибо вам, Любовь Коллегина, огромное за донаты. Потом 300 рублей Ольга Александровна и 1000 рублей Любовь Романовна. Любимому парку. Спасибо, Людмила Романовна. И Галина Игоревна от Гали, Иры и кошек. Спасибо. Такое сообщение тоже когда-то было. 500 рублей. Спасибо вам большое. Так, у нас что-то все плачет. Я извиняюсь, но я так есть хочу. Можно я немножко еще перекушу. Потому что работы много. Дел много. Я извиняюсь сразу, потому что я не успеваю просто кушать. А на ночь не хочется все это точить. Кстати, Санта-Брижа. Я увидел, это твой донат здесь висит. 1247 рублей. Спасибо огромное. 20 евро. Дай бог здоровья тебе. Спасибо, спасибо всем. Приятного аппетита. Спасибо, спасибо. Заказала магнит 3 недели назад, еще не отправили их. Разберемся. Наверное, они только 3 дня назад пришли в Петербург. Елена, Карелия. Поэтому они, скорее всего, не могли вам прийти. Потому что только они на днях вот к Александру пришли магниты эти. И он показывал распаковку в Инстаграме, что он распаковывает ее в Телеграме или где он там что показывал. Что магниты только до него дошли. Сейчас придет время, он начнет всем, сейчас наберется человек 10, да, он поедет и отправит, он же не может каждому ехать, один заказал и все, сразу на почту. У него тоже свои дела, своя работа, своя семья, поэтому, пожалуйста, примите, поймите и не судите строго, если что не так. У нас нет отдельных людей, которые каждый заказ бы формировали и ездили бы, отправляли. Ну, просто не хватает рук. Итак, спасибо Александру за то, что он взялся за это дело, помогает, работает, передает, отправляет. Это тоже как бы, непросто. Поэтому прошу понять и принять это все. Чтобы не думали ничего плохого. Так, 3000 рублей перевела Инна Олеговна на нужды парка. Рада было познакомиться. Так, Инна Олеговна, вы у нас были где-то в парке, да, в Москве. Напомните, пожалуйста, как мы и где виделись. Так, Ольга Георгиевна, на нужды любимого парка 500 рублей. Спасибо вам огромное, спасибо огромное. Так, я, наверное, подальше сяду, чтобы не видно было. Так, можно я еще пахлаву здесь поем? Все говорят, вот вы отдохнули, типа там ты отдохнул, съездил. Я думаю, там все поработали наоборот. Они отдохнули. Потому что, это людям, понятно, они идут, отдыхают, а представляете, каждый там, не каждый, но достаточно много людей было. И каждый задает вопросы, плюс 30 градусов жары. В принципе, подустали все, я думаю. Я как бы, один день был, а ребята вообще 2 дня были. Я думаю, они, конечно, побольше подустали, чем я. Потому что я один день был. Как бы нормально, в принципе. Зарядились. Нормально все. Андрей, привет. Готов к сотрудничеству, мистер Смит. Мистер Смит, к какому сотрудничеству вы готовы? Пишите все на почту, которая прикреплена там. Там у нас есть менеджер, зовут его Али, и к нему все вопросы по сотрудничеству. Так, здравствуйте, рад видеть, слышать, добрым здравия всем зрителям Бушопа. Татьяна Ечина, спасибо огромное.
Белоруссия, привет. Привет, Белоруссия. Приятного аппетита, спасибо. Хорошо выглядишь. Thank you very much. Дякую. Дякую. Карина, дякую. В пятницу Авансик, привет, немного поучаствовал в сборах парку. Андрей, приветствую, удачи вам во всех ваших делах. Вы большой умница, ваши близкие, родные. Анна Павлова, спасибо вам огромное. Спасибо. Сарунас Р, 5 евро. Спасибо огромное за 5 евро. Андрей, а в Германию заказал? Не понял вопрос. Перевод 500 рублей на 500. Ольга Пирогова, спасибо вам огромное. Да, Ольга Григорьевна, спасибо вам большое. Пришло, отблагодарил вас. Спасибо огромное вам. Андрей, привет, готов к сотрудничеству. Пишите в этот, как его там. Здесь ссылка в описании есть не ссылка, а в описании есть почта, привязанная для сотрудничества. Мистер Смит. Да, вот как раз Be Happy, он у нас модератор здесь, и Али зовут. Я извиняюсь, никому не нравится практически, как я кушаю, что я ем, и постоянно мне папа с мамой говорят, ну извините меня, приходится. Потерпите, пожалуйста. Чуть-чуть осталось доесть. И начнем рассказ. Что, как, почему, что готовим сейчас. Что делаем. Галина Кондратьевна, 200 рублей. Спасибо вам большое. Если честно, надо срочно перекись водорода 30% брать. И заливать, братишу, пруд. Сегодня пруд полностью осушил, братиша. И у Акелы практически полностью. Но у Акелы видео выйдет интересное. Я думаю, вам понравится очень сильно. Таких кадров давно не было. Юлия, 300 рублей. Спасибо вам. Так, ну что у нас тут? Есть у нас здоровье, спасибо. Я имею в виду картинка на камне. Да, рисунок, не картинка, там прям рисовали вручную все. Все эти магниты вручную работа. Алена Сокол, папа и мама говорит правду, хватит жевать. Окей. Так, я не завис тут. Oh, yeah. Татьяна, оу, щит! Это что такое? Подойдите сюда, я вас обниму. Это что такое, Татьяна? 10 тысяч рублей, капец. 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 У меня слов нет, одни эмоции. Татьяна. Татьяна, ну... Вы это заслужили. Где он? Вот вам сердечко, Татьяна. Спасибо огромное. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам здоровья. Я даже не знаю, что сказать, как отблагодарить. Будете в Санкт-Петербурге, заезжайте. Заезжайте. Для вас экскурсия готова. Блин. Спасибо, Татьяна, от нас, да, спасибо огромное, спасибо. Мистер Смит, почта прошлый век, куда еще писать? Алина, пиши свой номер сюда. Пусть я WhatsApp напишешь куда-нибудь. Так. Небольшая лепта с моей стороны парку. Светлана Алексеевна, 1000 рублей. Спасибо вам огромное, Светлана Алексеевна. Елена Леонидовна, 300 рублей. Огромнейшее вам всем спасибо за поддержку.
Так, ну что, когда начнем? Сколько нам? 502 человека. Что, может, еще дождемся и начнем? Пройдемся немножко по всему, какие у нас в дальнейшем сборы будут, что у нас сейчас происходит, что вообще будет происходить, какие планы, как я слетал и тому подобное. Анна Денисова, здравствуйте, здравствуйте, Анна. Андрей, большой привет и восторг парку из солнечного Ташкента. Светлана, спасибо и вам, Ташкенту, привет. 551, а мне показывают 458 вообще. Светлый просто стал привыкать, больше социализироваться, но все равно ему тяжело, очень тяжело. Пока что тяжело. Дорогие друзья, как вы знаете, мы заказали в парк волков 350 килограмм корма. На самом деле уже почти половина ушла, потому что я дал еще там часть на пробу. И такой вопрос был от девушки. Ко мне девушка подходила в парке волков, которая, кстати, мне шоколадку подарила ручной работы, я выставлял в Телеграм. На самом деле очень вкусно. Я не помню, там в чате в Телеграм, кстати, подписывайтесь, там я все фотографии скидывал, видео, и там видно, что это за шоколадки. И она писала, что это вообще за шоколадки. И это, кстати, ручной работы. Из 7, по-моему, каких-то видов шоколадок, если я не ошибаюсь. Так, и ко мне с таким вопросом, ну, не то, что подошла, а просто мы когда общались, она мне вопрос задала. Сейчас я вам так скажу, подождите, я просто смотрю. Так, так. Так, подождите. Да ё-моё. Стойте, я не тут смотрю, походу. Так, и не здесь, походу, смотрю. Так, я потерял, короче, тут все. Блин, не могу вспомнить. Сейчас, подождите, пожалуйста. Любые вопросы решать. Так. Так, все, ладно. Так, что у нас еще? Елена Леонидовна, 300 рублей. Спасибо вам большое. В общем, вопрос такой был насчет Делипет, насчет этого корма. Ко мне подошла девушка, Елена зовут, с ребенком. И она говорит: Андрей, ну вы же, типа, это реклама, да? Типа, ну, вы же так, типа, рекламируете это, или что, ну, типа, это ж корм, как вам вообще? Смотрите, если этот корм был, типа, так себе, или еще, я объяснил, что я бы не заказал, потому что на пробу было выслано 2 корма, и еще, помимо этого, я перепробовал просто, я не знаю, кормов, наверное, 20 разных фирм. И если бы этот корм как-то мне не подходил, во-первых, его бы многие животные просто отворачивались от него и не стали есть, потому что у нас есть определенные животные, которые просто отворачиваются от корма и не едят. Плюс я сам проверяю этот корм, я нюхаю, как он пахнет, я его разламываю, я смотрю, я потом смотрю руки, жирные они, не жирные, как вообще. Ну, я привык за столько лет, я как бы, ну, разбираюсь в корме. Прочитал состав, прочитал, откуда эти все корма, как они вообще изготавливаются. В общем, изучил полностью этот вопрос, потом попробовали этот корм, мне подошло, и потом мы, естественно, заказали такое количество корма. И поэтому этот корм, вот на мой взгляд, он достоин названия, что он премиум класса. Его едят волчата, его едят даже волки, его едят фурия, акела, которые вообще просто перебирают и обтираются и не едят. Потом вот так заходишь, да, когда я корм давал, и тупо, понимаете, корм лежит на полу, там, да, весь промокший уже, все, его не едят просто. А здесь насыпаешь, и все, нет корма, там на утро заходишь. Вот, поэтому, кстати, заказывали. Елена заказала, мне сказала корм попробовать, но я не знаю. Елена говорила промокод. По промокоду скидка 20%. Здесь я прикрепил сообщение в самом Телеграм на стриме. Так, у нас, подождите, идет стрим или нет? Не отключился? Не, качество нормальное. Просто у меня тут показывают, что ничего не идет, видите?
В общем, у нас здесь прикреплено сообщение, и там нужно промокод Вульф назвать, и получите скидку 20%. Поэтому у кого есть желание, может попробовать корм. Может, действительно вашей собаке или кошке подойдет такой корм. Так, что у нас еще? Так, идет все хорошо, ну отлично. Вот, если это будет какое-то там, ну, фуфло или еще что, сколько корма у меня было? Ну, вот, Али не даст соврать, некоторым отказали. Некоторым отказали, потому что корм не пошел. Животные просто есть его не стали. Вот и все. И плюс я на ощупь, когда попробовал, я сразу сказал, ну, корм некачественный, не то качество, которое бы мне хотелось. И плюс собаки подтвердили, они, ну, половину точно не стало есть, не все, но часть не стала есть. А мужу корм этот пойдет? Янина Алтухова. Слушайте, ну, может быть, вашему мужу и пойдет такой корм. Попробуйте, я не знаю, может, пойдет. Молочком зальете ему с утра, козьим желательно, чтобы пожирнее было. И, ну, можете покупное просто в магазине. И посмотрите, съест, не съест какой-нибудь, я не знаю, вкус кролика возьмете. Там есть маленькие пачки. В принципе, можно попробовать. Так, ха-ха, всем подойдет. Так, состав хороший, плохо, что есть наличие кукурузы, пшеницы. Юлия Алтай, аргументируйте, пожалуйста, почему это плохо, кукуруза и пшеница. Так, Андрей, ты пропустил мой вопрос. Какой вопрос? Юлия Алтай, там других вкусов тонна. Так. Ну, у меня по расписанию стрим, поэтому я не знаю, мы не договаривались одно и то же время. Пробник всегда лучше оригинала. Не знаю, такой же пакетик мне дали. Мне просто корм дали. Мне не пробник, а корм дали. Пачку корма обычного на пробу. Жена Алиса. Жена Алиса. Создатель шоколадки тут. Андрей, простите, если обидела вопросом. Да не, все нормально. Я донести людям, что не только у вас по-любому такой вопрос. Вот, у многих вопрос, я думаю, возник. Поэтому, ну, скажите потом свое мнение, вы в чате есть, в чате потом отзыв свой напишите, ела собака, не ела ваша. Интересно мне самому будет. Где все твои помощники? Нету. У меня вот папа сейчас и Сергей помощник. Так. Вот, кстати, после нашего разговора вы заказали? Я думал, вы уже заказали попробовать. И поэтому спросили. А вы только заказали. Я понял, ладно. Так, а ты откуда? Я сейчас в Санкт-Петербурге. Так, я сейчас чувствую, буду весь мокрый от жары этой здесь. Так. Анна Станиславовна, 1000 рублей. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, начинаем. В общем, готовим, точнее уже текст приготовили, большой сбор тоже на европейскую, американскую аудиторию, ну вообще на всемирную аудиторию. Будет пост выложен в Инстаграме в скором времени с озвучкой, с текстом, с переводом, совсем-совсем. В этом мне помогает Санта Брижа, спасибо ей огромное. И кто хочет принять участие, кто из-за границ, кто знает, какие выходы, входы, где можно на каких площадках разместить и где можно этим способом помочь. Буду рад, пишите в Телеграме, заходите в чат, подсказывайте и репостите этот пост. Вот, и в принципе, что нам нужно? Давайте я зайду, я просто писал это все. Я сейчас могу просто пропустить, примерно вам расскажу, что да как, и параллельно вы будете у нас вопросы задавать. Так. Ой-ой-ой, сколько много всего. Так, не то. Так, где у нас?
Ну, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал. Вот, телеграм-канал. Black Canadian Wolf 6777. Обязательно. Также у нас есть чат. Туда заходим, общаемся, пишем. Так, и. Там у нас, кстати, в основном в последнее время все сборы происходят. И вот вы на самом деле очень, мне кажется, интересного много пропускаете, потому что сейчас вам покажу. Так, подождите, что тут было? Вот, я снимал, как Акела шланг воровал. Посмотрите, такие кадры только можно увидеть в телеграм-канале. Ну или попозже уже в ютубе. Ну, первое это видит все в телеграм-канале. А также есть у нас спонсорский телеграм-канал, но там в последнее время я не успеваю, но обязательно буду все снимать, рассказывать и делать. Вот, мне надо об этом просто напоминать. Андрей там в чате, покажи Умку или там, а можно посмотреть братиша, что делает там, как бы можно, я запишу, потому что я сам забываю. Если у вас, ну, будут такие сообщения получать, я обязательно, если увижу, я обязательно вам отвечу. Так, и что я хотел показать-то? Все, с чего начинаем? Так, у нас стоит задача какая? Первая. Смотрите, первая задача, вот составляли с Викторией это все дело, но я и говорил, он составлял. Так, ну забор, естественно, закрыться, это 100% нам надо до открытия все закрыть. Забор следующий будет, скорее всего, наверное, забор, я не знаю, посмотрим по обстановке. Так, обшить морозильный шкаф, вот мы сейчас этим занимаемся, морозильный и бытовку, потому что бытовка уже год простояла без обшивки, и морозильную камеру, она вся разбухлась, ее надо срочно зашивать, вот прям в срочном порядке, или она расклеится вся. Также морозильный шкаф. На морозильный шкаф был отчет в телеграм-канале, все чеки, все, что возможно было, все было предоставлено, и потрачено было что-то там 378 только на короб. И папина сплин-система. Сплин-система отдельно такая стоит там 200-400 тысяч. Но благодаря папе, спасибо ему, у нас она досталась в дар. Дальше. Так, дренаж участка, так как вода стоит. У нас в забор вот так вот ходит. Потому что вода скапливается по осени, очень много дождей, и зимой она полностью замерзает и выдавливает все. Она очень сильно выдавливает, и забор вот так вот, ну, ходит. В прошлый раз приезжали специалисты, все подделали. Так, у нас вообще есть этот интернет, нету, что-то тут нет данных. Соединение отличное. В общем, он вот так вот ходит, тут все бывает в лужах, все затоплено, ходить невозможно, поэтому дренаж обязательно нужен, осушение участка, где вообще будет ходить, где склоны, где низина, вот этого всего нужно осушать. Это неизвестно сколько стоит, это нужно вызывать специалиста, чтобы он все рассказывал, показывал и делал. Так. Так, перенос или разбор маленького домика, или он сгнет, так и утепляли сами, ужасно утеплили, экономили. Короче, вот этот маленький домик 6 на 6, где мы жили, там сейчас очень сильно крыша плесневеет. Руки просто сейчас не доходят до этого. Крыша полностью нужна под замен, так как она, как сказать, протекает. Весной там просто мы такие тазики ставили, лужи были, и она выдавливала лед, и когда потепление было, она все капала. Плюс там конденсат скапливался, где ну, утеплитель сам утеплителем. В этом мы хорошим утепляли потолок, но в маленькой комнате и в этом, по-моему, в туалете, я не помню, самым таким нам тут Костя, еще электрик, который здесь был, мы как-то с ним сталкивались, он отдал утеплитель, ну что, средств не было, только все здесь начинали, там бытовку построили, экономили просто как могли, вот как мог, так и экономил. И, потому что, во-первых, я же не буду делать, да, стрим там на домик. Я как бы пытался своими силами все делать, экономил максимально. И вот доэкономился, что вот год прошел, не больше, уже 2 года будет уже почти. И он, гниет полностью с этого. Поэтому надо там его или разбирать полностью и переносить в другую сторону, или как-то, все равно его разбирать придется внутри все. Работы, в общем, много. Надо домик под реставрацию, его надо полностью разбирать и собирать заново, утеплять по-нормальному, крышу менять. В общем, работы там очень много.
по этому домику, или ему хана. В этот домик вложено моих личных средств где-то 1 300 000, 1 200 000, вот так, если все взять, вот полностью все, там с покраской, с реставрацией, с окнами, ну совсем, что там есть, с утеплителями, все, что там в домике, ламинат, теплый пол, там туалет, ванна, душ, там все вот это взять, то около 1 300 000 примерно подсчеты вложено было на этот домик. Так, что по участкам вести электричество к вольерам. Да, у нас к вольерам, к братишу проведен просто свет без розетки, надо вести электричество. Потом там устанавливают также камеры, также у нас на те вольеры нужно вести электричество. Также нужно проводить трубы с водой, туда тянуть трубы. Вообще по-хорошему надо или систему еще круче делать на скважину, или потому что, чтобы вода туда, воду не таскать. Это ну нереально времени занимать. Просто я постараюсь вам заснять ролик, вообще мой обычный день, не в напряженный день, а просто вот в обычный, самый, ну не знаю, может как получится, так и засниму в этот день, что будет, то будет. Вот, и покажу вам. Конечно, лучше там недельный, да, растянуть, но недельный это будет очень долго все это длиться. Поэтому постараюсь просто вот вообще, как этот день мой проходит и показать, чем я занимаюсь, потому что очень много вопросов от непонятных людей, кем ты работаешь, что ты делаешь, а что ты там вообще делаешь, а где ты работаешь, а где ты деньги берешь и тому подобное. Ну вот покажу, чем я занимаюсь целый день. Так, и обязательно нужна вода туда, нужно электричество туда тянуть дальше. Там у нас участок готовят под 2 остальных вольера. Ну, в общем, работы много. Дальше у нас вот вести воду под землей в шлангах, я уже сказал. Нужен бой, нужен ПГС, кидать на дорогу, это самый бюджетный вариант. Есть также геотекстиль, но геотекстиль можно по бокам делать, и его не обязательно боем, да. Там, потому что автомобили не будут ездить, а где будет проезжать тяжелая техника, еще что обязательно нужен бой, кирпича, снимать слой земли, бой, и также засыпать этим ПГСом. Это тоже нужно сделать, вы как видели, у нас одна часть, а ее надо до конца, потом эту до конца дорогу между ними сделать. Ну, в общем, тоже средств немало на это все уйдет, и это нужно делать все в ближайшее время. Дальше. Вот Акела пруд закрыт вопрос с финансами, все нормально. Поэтому вот пока это первоначальная такая тема, на которой ведется сбор. Но самое важное и самое главное я сейчас скажу в конце. Почему в конце? Ну, потому что, чтобы вы понимали примерно, что вообще здесь требуется в первое время, да, и что это нужно сделать срочно или потеряю большой бюджет, что вложил. Понимаете, чтобы не было такого, нужно срочно заняться всеми этими делами. И момент такой по вольерам. Вольеров, вот если честно, катастрофически не хватает. Как я уже говорил с Анти, мы общались, и нам не хватает вольеров маленьких. Больших, естественно, у нас планируется 2 больших, да, по проекту, но не хватает 10 на 10 вольеров. Таких вольеров, по-хорошему, здесь в парке должно быть десяток. Десяток, объясню почему. Потому что если вы посмотрите видео, у нас в одном вольере сидит Балто, сидит у нас в одном вольере Оскар, сидит Алу и сидит наша акула. Это категорически не подходит, это 100% надо отсаживать, рассаживать в ближайшее время. Потому что ибо избежать каких-то больших травм психологических, физических и тому подобное. Чтобы это избежать, нужно их рассаживать, а чтобы их рассаживать, нужны вольеры. Да, у нас, вы сейчас скажете, что вот понабирал, вот сам и расхлебывай, вот зачем ты того, продай этого, отдай этого. Ребят, понимаете, ведется селекционная работа, и для селекционной работы я оставляю тех, кто мне нужен, кого я бы хотел видеть. Да, у нас внепланово Йети, внепланово Оскар и Балта, это 3 уже особи, да. Внепланово у нас сидит Алу, которую я тоже оставляю. Это уже 4 внеплановых собаки, да, гибрида и Валенда и собаки. У нас внепланово Монечка осталась, она 50 на 50 была.
или так, я сказал, если беленькое буду, оставлю. Дальше у нас, спасибо, аноним, за 100 рублей. У нас не планово, это уже 5, да, вне планах. У нас вне планах, у нас вольник тоже, он вне планов у нас был. Но так как человек повязал, и он был действительно переростком, я еще думал, я же не сразу его перекупил, это я в Подмосковье пообещал, мы договорились, руки пожали, что я выкуплю помет полностью. А здесь как бы, ну, я увидел, что, ну, как сказать, в общем, не хочу об этом говорить, но я полностью у него помет выкупил, там, кроме 2, полностью выкупил помет, и из одного, грубо говоря, вольника я забрал всех остальных. И вольник это действительно был переростком, я сразу на него глаз положил и его оставил. Внепланово тоже, это уже 6, правильно я считаю? 6. Вот, по сути у нас должны было тут приплод. Так, черничка у нас внеплановая, по сути, да, там. Ну, волки вообще не должны быть, не должны, и больше волков у нас будет. Просто не все сразу, естественно, хочется. Я в поисках постоянно волков. У нас очень много, мне в этом году более там 50-60 волков предлагали. Ну как волков, пометом, там раз в помете 6 штук, давай забирай, на помете 6 штук. У нас же, сами знаете, по распределению ушли кто куда. И волки, это не так просто. У нас же парк северных волков, правильно? Поэтому мы северных волков присматриваем. Я лично северных волков. Я уже привык мы говорить. Но я, значит, говорю и за себя, и за вас. А не из-за того, что там еще кто-то возле меня, да? Я говорю вот в общем. Мы, значит, я и вы. Все мы. Поэтому не хватает вольеров, надо рассаживать. У нас сидит Йети, сейчас один, туда надо пересаживать в скором времени, скорее всего, черничку и светлого. У нас сидит сейчас Вега, Лорд, Моника в одном вольерчике. У нас сидит сейчас, надо отсаживать Арию 100% от братиша, надо отсаживать Вольника от братиша. Понимаете, не дай бог что-то там братиша переклинит или еще что-то там, или вцепится, задушит. Но это такая тема неоднозначная, неординарная, и это надо все следить за этим. А чтобы это сделать, отсадить, нужны вольеры. Вот, поэтому вот эти вот самые бюджетные вольеры, примерно они 200-250 тысяч выходят без рабочих, и это вот таких надо десяток, на самом деле десяток. И скорее всего я буду заходить уже на 2 гектар земли, потому что нужны и нужны в срочном порядке. И поэтому по всему я очень, как сказать, еще не скрою, я зарядился эмоциями, зарядился вот приехав, пообщавшись, да, с Дмитрием, приехав, пообщавшись с Виктором, с Пумой Месси, да, какие-то там разговоры, еще там с ребятами, с нашими дорогими зрителями, которые смотрят, тоже пообщавшись, я сделал такую картину для себя, что надо еще больше газовать, еще больше топить, ехать, садиться на этот танк, переть, не останавливаться, идти вперед. Идеи, стройка, заработать деньги, сборы, рекламы, сотрудничество. В общем, все это дело в совокупности, все вместе. Я готов не спать, не есть, не пить. Самое главное, чтобы идти к цели. И эту цель закрыть уже. Вот, у нас на днях приедет Яцкина Галина Ивановна. Это заслуженная артистка России, СССР. Она у нас, сейчас скажу, кто знает, кто сидел в Телеграме, видел ее поздравления ко мне, спасибо ей огромное. Она сняла фильм «Врач последней надежды». Она сравнивает меня с этим врачом, то, что он тоже мечтал, он тоже шел к цели своей. В общем, она должна приехать, мы с ней лично должны познакомиться, посетить парк. 200, Вероника, спасибо вам огромное. Вот, и с вашей, конечно, колоссальной поддержкой, я думаю, мы далеко улетим. Далеко улетим, разовьем, и будет все, слава богу, на уровне. Чай уже забыл попить. Вот, планы большие, поэтому надо. Так, я боюсь даже заходить читать, что вы там понаписывали. Я надеюсь, у нас модераторы работают. 782, 5 человек прошло. Ребят, что так мало? Переходите в телеграм-канал, заходите. Black Canadian Wolf, есть в описании тоже все. Так, я боюсь сюда заходить. Так, ну ладно, давайте, читаем.
М. Так, ну тут что-то тут. Такое ощущение, Хаджи, что Ария с большим паром. Не должна она быть с Арией с большим парой. Понимаете, ну вот родятся, да, это будут уже волки, конкретные волки. Для чего? Куда? Зоопарки все переполнены. В частные руки, да, хотят очень много. Смысл? Я не вижу смысла в частные руки. Я и не буду продавать. Я не волчат частные руки никогда не продавал, не продаю и не буду продавать. Поэтому это вопрос сразу закрыл. Высокопроцентных гибридов тоже это нужно прям очень тщательно, прям максимально тщательно отбирать. Андрей посвятила, что со временем ваши отношения с Акилой изменились, как будто стало меньше доверия. С чем это может быть? Да с тем, что Фурия больше с ним времени проводит, чем я. Вот и все. Только вперед, Анна, спасибо. Да, спасибо вам огромное за подарочки, Анна. Вы тоже присылали подарочки мне. Все уже сладости съели. Евгений Павлов. Евгений Павлов, давайте, кто будет такие писать вещи, сразу блокируем. Всяких засранцев. Так, что у нас тут, блин, не увидел. Кто-то что-то прислал. Антон, 1000 рублей, ой, 100 рублей, спасибо. Так, что у нас здесь? У нас здесь что-то у нас здесь есть. Так, Кирилл Валерьевич от Дани с Тёмой. 300 рублей. Даня с Тёмой, привет, привет. Так, что-то еще что написали? Так, дальше. 1000 рублей Ольга Федоровна для парка. Спасибо огромное. Спасибо всем огромнейшее. Как поживает Джокер? Если честно, я уже пятый день не вижу. Что-то вижу, там цыплята ходят. Мне все некогда подойти. Я там то вольеры мою, то к черничке, то к собачкам. То вот мясо, там конину разрубили, разрезали, таскали, вот все. Потом срочно я вот приехал, папу возил там в больницу на проверку. И срочно я переоделся, помылся и поехал за девчатами на тренировку. Я приехал с быстрее бутербродов и вот к вам сел. Все, весь день у меня так на движухе. Анастасия Петрова. Петрова, я так рада видеть тебя. Меня или кого-то там из подписчиков? Работника еще ищешь? Да, я ищу работника, но желательно опыт, чтобы животными был. Без опыта что-то не хочешь собрать. Я вот посмотрел на ребят, тоже созвонился с Кириллом в Екатеринбург, у него тоже была работница, я когда пришел, ничего не хочу плохого говорить, но я ему просто сказал так: Кирюх, я смотрю, тебе тоже надо постоянно пинать, да? И он такой говорит: ну да, Андрюх, типа постоянно пинать приходится. Вот, и я говорю, блин, желаю тебе найти, это самое важное, хорошего работника. И вот он нашел зоопарк, и говорит, сейчас зато все тарелки чистые, постоянно убрано, все четенько сложено, все аккуратно, ничего не надо ей говорить, все сама делает. Поэтому кто и когда-то имел опыт с животными, кто вот хочет в парк волков, пишите свое резюме. Или бешеное желание, любит вот животных, имеет какой-то ну не знаю, опыт, даже опыт не надо, ладно, просто вот кто готов на грязную работу, на уборку, на мывку, на кормежку, на все вот такое, как бы, чем я сейчас занимаюсь, занимался постоянно, да, когда вот даже у меня были работники, я этим занимался все равно. Вот все равно я занимался этим. Я вот знаю людей, кто вот пооткрывали, вот тот же Виктор, тот же Кирилл, еще, ну, у кого есть работники, они этим не занимаются, а вот я все равно этим занимался. Поэтому вот у кого есть желание такое, просто никто же не видит, да, видят все красивую картинку, сзади волка, красота, да, а что по локти там, да, в этом всем в говнице, никто это не видит, не знает, там в крови, да, весь изляпан, и так ходишь, можешь полдня там ходить, ну помылся, подмылся, все равно ты весь такой ходишь. Поэтому, дорогие друзья, кто готов к такому напрягу, к такому напору, выдержке, прошу, любите жаловать.
в WhatsApp пишите свое резюме. Не просто вот как мне писали, да, ребята там, там, слушай, привет, я хочу у тебя работать, все, давай, я приеду там. До свидос, как бы, не, так не пойдет. Четко, ясно, резюме свое. Кто ты, что ты, зачем ты, на что ты готов, какие у тебя преимущества. Нормальное резюме, чтобы мне было ясно, я картинку посмотрел и... Я даже не знаю, если бы там были бы там Виктория или там, я не знаю, например, Санта или Ирина, если бы они согласились выбрать, там, посмотреть и потом через них, чтобы это все прошло, то я бы был благодарен, конечно, им, потому что это большой напряг. Я многие сообщения в прошлый раз не прочитал, кто мне писал по поводу, чтобы сразу лишних убрать людей, потому что очень много таких: привет, я хочу у тебя работать, привет, я хочу работать. Таких было сообщений штук 30. Ты им пишешь, как, что ты, кто ты, зачем ты, с какого города, там, ну, это все тоже такое дело. Конечно, надо местного, но если кто готов, там, мне, конечно, не хочется, чтобы кто-то здесь жил, но если Антон из Воронежа, 100 рублей, спасибо, но если хороший сотрудник и хорошо будет все выполнять, делать, я не против, потому что и Ангелина здесь ночевала много раз, и Дмитрий, когда работал, ну, Дима-то, понятно, он давно уже, поэтому я никому никак вообще не отказывал никогда, там, если переночевать надо или что, просто нужна чистота в первую очередь. Чистоты, если нет, я очень злой постоянно, поэтому нужна чистота. Помощник должен участвовать. Нет, нет, помощник, нет, 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 нет. Это не то, это прошлого работника. Сейчас нет, все, только вот заниматься животными, где что там помочь, перенести, еще что-то, какие-то там движухи, это все вот, ну, там принять, там еще что-то, какие-то моменты, это все вот, в общем, чистота в парке. Там где-то что-то, возможно, там поливка каких-то растений, но это летом. Зимой, может, какая-то уборка там снега или еще что-то. Ну, такое, в принципе. Такое. Светлана Жукова, ну, детишки мои суют, и моя ответственность, а кто их туда подвел, и то, что они суют детишки, будет с него спрос. Очень серьезный. Я об этом не знаю, кто там сует руки. Узнаю, руки оторву. Мистер Смит, Андрей, привет, зайди в WhatsApp, модер и говорю, слушай, мистер Смит, вообще-то я веду прямой эфир, если так, на минуточку, там, PS, по скрип Виктория. Поэтому, я думаю, имейте уважение и подождите, пожалуйста. Если у вас какой-то вопрос на всеобщую аудиторию, что вы хотели, я не хочу отвлекаться от стрима и какие-то сейчас сообщения читать. Я закончу, прочту. Вот, прошу понять. Почему я должен сейчас забегать и смотреть, что вы там мне прислали. Вот, отберем, но это будет жестко. О, Ирина, спасибо, молодец. Я не сомневался. Вот так и надо, жестко. Нужен кипер с опытом. Ребят, пишите в Телеграм. Да, нужен кипер с опытом. Но знаешь, Ирина, я тебе скажу, есть кипера с опытом. Вот у Кирилла был кипер. Но я тебе говорю, приходилось пинать очень жестко. Я просто видел, вот он говорит, принеси тюк сена. Ой, 3 тюка сена. Она принесла один, он говорит, принеси, пожалуйста, еще второй. Может, не надо приносить второй? Блин, он такой смотрит и при мне ругаться не хочет. Он говорит, принеси 3 тюка сена. Она второй принесла, бросила. И стоит с нами, начинает болтать то. Он говорит, а где третий тюк? И опять так сидит. Да им хватит 2, типа, вот так, понимаете? Это вот, у меня был такой работник, ты ему говоришь, да, одно слово, он тебе, блин, 500 слов сразу в ответ. А это, может, тебе сказано сделать это, все, молча сделал и все. Тебе сказано сделать это, молча сделал и все, без разговоров. А то вот это там буду, не буду, надо, не надо, да пусть и так будет, и так сойдет. Нет, так не сойдет, и так будет, не будет. Короче, жестко. Все, уже опытом прожженный, уже вот это вот, как бы, доброта спасет мир, это все не про это. Поэтому все вот эти люди, директора там, да, они немножко жестковаты, потому что ибо никак на голову садятся очень сильно, на самом деле. У Виктории и так работы много, и я жесткая в отборе.
Хм. Так, понял. На Arctic парке вышло видео со Светлым, вроде есть успех в социализации, вожу, но он вроде не быть. Он прыгает на меня через решетку, только вовнутрь захожу, он прячется. А через решетку он и гладится, и играет со мной, и прикусывает мои руки. Желательно мужчина кипер. Да я что-то смотрю, у всех женщины кипера, и у Кирилла, и в этом парке женщины, ну такие, я не знаю, сколько там лет. У Виктора, Алена, там ей лет 30, я не знаю, или сколько ей лет. А у Кирилла я так и не спросил. В основном женщины работают. Но мне без разницы, мне главное, чтобы, как сказать, никого я не подавлял собой. Вот и все, чтобы не было такого, о, ты там ешь там чебурек, а я ем там пирожок. О, ты там катаешься на такой машине, а я езжу на автобусе. Это очень часто проходит у тех людей, Наташа Кулагина. Спасибо большое, Наташа Кулагина. Это в основном у всех работников, кто здесь работает, у них вот какая-то, я не знаю, зависть появляется. Непонятно откуда. Так. Андрей просил сообщение, тоже могу отобрать. Так, дорогие друзья, сделайте между собой чат, если у вас совместное какое-то там это, если вы так хотите помочь, я только рад буду. Спасибо вам огромное. И можно будет все это совместным решением сделать. И меня туда же тоже, чтобы я так прослеживал. Так. Почасовая оплата, один человек справится, парк это работа 24 часа. Нет, парк это не 24 часа. Это, понимаете, например, там с 10, да, там, ну, зимой там это с 10, например, до там 6 вечера или до 7, там, смотря какое часовое там. Ну да, естественно, там примерно. Понимаете, мне не нужен тот человек, который вот так будет по часам считать, да, как у нас был тут работник, да, на букву R, я не буду называть его. Он сидел уже, да, когда мы сделали график ему с 9 до 6, да, там, или с 10 до 6, я не помню. И он уже там в 5 часов сидел, чай пил, да, перед домом уже чай пил, там работает до хрена, он чай пьет, сидит, и уже собранный сидит там в костюмчике, во всем, уже домой собрался. Время там 5-10, и он уже все, а у меня время, все, мне сейчас надо в 6 уже, щук, и всегда там в половину, без 20 старался уже смыться. Ну, такой работник, естественно, не нужен. Нужен тот, который вот там прям душой будет болеть, делать. Ну, естественно, если нужна помощь, там спросить, нужна ли оставаться, не оставаться, ехать, не ехать. И, естественно, я никогда никого вообще не запрягал. Никого никогда. Вот, просто такое отношение, сразу оно видно, да, у нас, я уже говорю, у нас было 4 работника в парке, таких вот, 5-й, один держится, только Сергей. Действительно, все остальные, они, это не то пальто вообще, не то пальто, поэтому все это такое дело сомнительное. Вот, я не говорю, что кто-то перерабатывает, кто-то что-то. Если понадобится, да, там в ночную смену, или понадобится остаться там на неделю в парке, да, там мне куда-то отъехать, чтобы с ночевкой всем, естественно, там доплата где-то. И вот всегда я, когда уезжал, я вот уезжал на 2 недели, да, вот там кричали, о, там он оставался на 2 недели. Да я ему там в 2 раза больше платил, чтобы он остался один, в 2 раза больше ему платил. Понимаете, от себя вот так, сколько он заработал, я еще от себя ему там сверху наваливал. Поэтому, дорогие друзья, как бы я никого никогда не обижал финансами. И главное, работать честно, порядочно, любить животных. Самое важное, любить животных. И не завидовать. Вот, делать свою работу качественно. Тогда будет все нормально. Так. Да, нужен такой человек, который животных любит. На букву «Р». Ну, а что, я не сказал никого имя. Светлана Жукова, но я знаю, вот у меня есть друзья, да, вот на примере 2 друга, они уже 10 лет и работают, и сейчас уже со временем бизнес, да, там свой у ребят, и они дружат нормально, они ко мне приезжают, там, шашлыки, подарки дарят, мы вместе гуляем, день рождения, ну, мои близкие друзья. Они дружат, да, и мы между собой дружили, да. И я вам скажу, просто не был, ну, это не друг просто, вот и все. Друг бы так не поступил. Давайте сменим тему, это того не стоит, я думаю. Вот. Короче, нужен работник. Прям в ближайшее время, на самом деле. С финансами будем стараться
не подводить. Я никого еще вроде бы никогда не обижал. А, так. Андрей, давай про поездку. Так, про какую поездку? Так, что за поездку? Санта-Бриджа. Ну-ка напомните мне, пожалуйста. Очень обидно, что... Блин, ну, я думаю, если бы у него не было там родственников, там, его вот это и там с кем живет, и, в общем, вот этого всего-всего, что ему там наговаривали, я думаю, ну, он бы не стал бы так себя вести. Просто надо же показать, что, о, я тоже, типа, вот такой крутой. Давай, сейчас я покажу себя. Вот и все. Андрей, вы не хотите в гости к Дом Тигра? Конечно, хочу. Конечно, хочу. Мы с Димой вообще еще пообщались очень тепло, тесно. И вообще, я и так говорил, что он парень классный. По первому виду от него идет вот это, знаете, излучает. А здесь вообще как бы, ну, обязательно заеду. Обязательно просто далеко ехать. Что ему ко мне, что мне к нему. Это надо это попутом, если кто-то где-то будет, приехать. Я его вообще приглашаю, Дима, если ты меня смотришь, видишь, с ночевкой приезжай, шашлык, машлык, и с ночевкой можешь приехать, поснимаешь. Ты можешь даже без съемок просто приехать, пообщаемся, посидим. Андрей, расскажи про землю прайдов. Так, ну что вам рассказать про землю прайда? Давайте задавайте вопросы, и я буду на них отвечать. Так будет легче, потому что сейчас, если начну все сначала, очень долго все будет затягиваться. Впечатление от земли прайда. Мне все понравилось. Вообще все классно, все круто. На самом деле у меня белая к нему зависть. Белая зависть означает, что я просто рад за этого человека, потому что я бы так же хотел. Ну, честно вам скажу. Я бы так же хотел за 5 месяцев взять и открыться. Очень круто, очень классно. Ему только респект, Виктору, и уважение всем работникам, кто там работает, со всеми познакомились. Не со всеми, конечно, пообщались, но со всеми познакомились. И поэтому это круто. Круто то, что еще в Подмосковье. Это вообще класс. Просто класс. Поэтому у меня один восторг. Мне все понравилось. Я люблю животных, поэтому все животные были в комфортных условиях, грамотно вольеры расположены. Ну все, мне все понравилось. Я ничего плохого не могу сказать про эту поездку. Конечно, там работы очень много работы. Но я думаю, Виктор со своими амбициями и напором все закроет очень быстро. Тем более парк открыл, посетители пошли. Я думаю, все будет. Виктор, самое важное, он любит животных, потому что я знаю некоторых животных, людей, которые не любят животных, но занимаются ими ради выгоды какой-то. Виктор это тот человек, который любит своих животных, и при разговоре это все проскальзывалось, это все было видно, что животных своих любит и за ними, над ними дрожит. Вот, поэтому, в общем, одни положительные эмоции. Как дела у Фурии? Нормально. Так, да что там за спор, мистер Смит? Что вы там? Извиняюсь, мне одно пишет, другое. Стрим будет. Андрей, добрый день. Так, с днем рождения. Спасибо. Это вы пишете, да? 4909 ваш номер. Спасибо за поздравления. Спасибо. Меня опять так... Я вас понял. Надо с вами созвониться мне. Я вас понял. В чем вопрос? Be happy, все нормально. Мы с парнем списывались. Все нормально. Я знаю этого человека. Так. Все нормально, не переживайте. Все, мистер Смит, я понял вас.
Так, Ягуар, да, я сказал, если будет возможность по спасению что-то как-то, я предупрежу Перекупов, предупрежу в зоопарке, скажу также Вите, скажу Диме Киму, что я готов, если будет какой-то Ягуар. Я влюбился в этого Ягуара, сказали, это одна из самых сложных кошек по восприятию. Я сказал Кириллу также в Екатеринбурге, что я готов буду, если будут какие-то сложности с Ягуарами, там они по 500 тысяч что ли, стоят. Ну вот в спасении участвовать. А спасение это значит что? Если его в другие руки там, да, частные забрали, и люди пожаловались, да, например, что живет Ягуар, и те уже люди не справляются, но не хотят его просто так отдавать, только за бабки. Вот тогда вот такие зоопарки, вот как у Вити парк, да, как у Димы Ким, вот такие организации с Яной, они выкупают таких животных. Вот также совместными усилиями, сборами, когда своими усилиями. И выкупают, строят вольеры и работают над этим всем. Вот. Я как увидел только в истории Ягуара у Вити, я сразу написал ему, блин, это просто нечто. Да, Ягуар больше всего понравился. Никто меня так не восхитил, ни тигры, ни львы. Ну, как бы это все обыденно для меня, я не знаю, как бы я и с тиграми там обнимался, и со львами обнимался, и со львятами, и с тигрятами. У меня был опыт, просто не было телефона, не мог это все снимать, выставлять. Поэтому были такие опыты и в детстве, и в таком уже возрасте. В общем, поэтому, ну, не знаю, ну, тигры, конечно, более эффектнее для меня, чем львы. Вот, тигры больше нравятся. Но ягуар это что-то меня прям зацепило очень сильно. Очень сильно. Я понял, Be Happy, я понял, все, да, я понял, что ты не связан. Это, мистер Смит, я думал, вы по сотрудничеству. Вот, а Али это наш менеджер Black Canadian Wolf, поэтому я и отправил его туда, вас туда, точнее. Вот, и я побил, нам бы так в парк, а Виктору респект, ребятам крутые спонсоры, нам бы таких, а маленьких ягуарчиков полюбил Андрей. Да, полюбил очень сильно. Андрей, какие вы подчеркнули для себя в парк моменты? Слаженность сотрудников, это в первую очередь. Не знаю, мне понравилось, как ребята между собой общаются. 21 Лена, спасибо вам огромное. Я видел, как животных все любят, все ластятся, все там чистота, вот там парни работают, трое, по-моему, или двое парней, одна девушка, вот по уборке территории, все убирают, все работают, все расходят, там, ну, всегда чисто в вольерах, там и ночуют, там и живут. В общем, живут этим делом, вот, поэтому вот это в первую очередь мне понравилось, вот то, что мне бы таких сотрудников тоже, очень, очень, конечно, хочется таких сотрудников, что Виктор вот не стоит там, не лопатит сам все, да, а просто занимается организационными моментами, управленческой какой-то деятельностью, да, возит животных, там бывает на операции, встречает гостей, еще что-то, да, какие-то. Он даже на кассе вот в этот раз сидел тоже, ну, в принципе, не хватало рук, и я думаю, в следующий раз у него это... Сейчас просто поток большой был, потому что открытие было. А так, я думаю, ну, попроще будет чуть позже. Не забор, да, эти откосы. Откосы называются. Мы метровые хотели делать, а у него не двух, оказывается, а 1,5-метровые откосы. Вот тоже 1,5-метровые примерно делать, может выше метр там, ну или 2 метра, я даже не знаю, или сколько там. Ну, спрошу у него стандарт, и такие же откосы надо будет по-любому делать в парк волков, чтобы вообще никто не смог вот так вот туда руку сувать, там гладить животных, все полностью, вот кроме валендов и гибридов, скорее всего. Но и то гибридов тоже надо это, как сказать, тоже под такие, скорее всего. Ну, посмотрим, не знаю. Не, гибридам метровый откос хватит, а волкам вот надо, потому что братиш сегодня, я думал, он меня сегодня убьет. Я голову лошадиную вот так открываю, у них сейчас в вольере, они не живут, они в маленькой буферной зоне живут. Я открываю вот так вот зону, начинаю вот так пихать, он на меня летит просто вот так нос к носу, там, ну, сантиметров 10. И он просто то, что я вот так руку вытягиваю, ее обратно сую, а он вот так вот, и он за мясом, ну, запах, то, что туда бросил, и он
тупо я не успеваю закрывать, потому что это так все было быстро. Я начинаю, ну, пытаться закрыть, он летит уже, и потом резко он раз за голову схватился, ну, за голову полез. Очень было прям внутри все, я понял, что он меня порвет. Я просто в одних шортах был, плавательных, и он бы меня перерезал бы, просто разрезал. Он такой злой был, у него такие лапища уже, у него такая морда. Он такой здоровый вообще, когда злой. И поэтому сегодня такой был прям опасный момент. Так. Когда черничку и балты знакомим. Может, и не будем знакомить, потому что, возможно, и не будет никакой вязки с ними. Тут я говорю, каждую неделю, каждый месяц что-то может меняться. Вартан, 500 рублей, спасибо вам большое, спасибо огромное. Так. Андрей, модеры претендуем. Мистер Смит, я вас понял. Все, обсудим этот момент. Так, у нас просто раз, два. Я недавно добавил 3 модератора, потому что у вас, мистер Смит, вы мне писали, когда не было этих еще 3 модераторов. А все эти 3 модератора, это, ну, прям уже давным-давно мы знакомы со всеми. Не так, как вы написали раз в 3 месяца или в 2, когда вы последний раз писали. Поэтому я и поставил тех модераторов, которые сейчас есть у нас. Так. Хочешь сделать полноценный зоопарк? Да не, у меня вообще не зоопарк. Ни разу не зоопарк вообще. Так. Так, проверь с Б, я вроде бы закинула 5 кусков. Сандро, да, вы закинули. Сандро Мирзаевич. Это, да, Сандро Мирзаевич, 5000 рублей от души, братец, за твое дело. Сандро, тебе от души, братец. Спасибо огромное. Дай бог тебе здоровья. Дай бог здоровья. Сандра, приветствую. Альбина Григорьевна, 1000 рублей. Спасибо. Людмила Яковлева, 400 рублей. Анна Алексеевна, 500 рублей. Вы смотрите, мы так и соберем быстро средства. Стрима у нас раз в неделю, дорогие друзья. Также вы можете участвовать в сборах. Переходите в наш телеграм-канал, там у нас чаты, там общение, какие-то темы новые. Я что-то там отвечаю, постоянное общение онлайн. Также в Luxury Wolf спонсорскую, кто хочет поддержать канал, может подписку за 350 рублей оформить. Или вот в бесплатный телеграм-канал. Сейчас еще раз покажу, переходите. И там можно все это дело также продолжать. Спонсирование, пожертвования. Вот у нас 6724. Давайте до 7000 добьем. Нас 771 человек. Давайте перейдем в телеграм-канал, поддержим. Потому что в скором времени, говорят, в сентябре уже ютуба не будет. И потом, чтобы не искали, вот здесь телеграм-канал был у вас. 100 рублей, Елена Сергеевна. Спасибо вам большое. Варвара Викторовна, 1000 рублей. Спасибо вам огромное, Варвара. Очень красивое имя, Варвара. Так, что у нас еще тут? Что еще? Что мы тут? Давайте вопросики. Сколько у нас времени? Уже потемнело. Надо на самом деле идти уже заниматься делами, проверить всех наших животных. Мне прудом сейчас заняться надо, поискать перекись. В общем, на Авито полазить, поискать материала на пруд. Завтра всех обзванивать буду, позаписывать номера. Да, не забываем ставить лайки и подписываться на телеграм-канал. Там все, последние новости парка. Да, вот Ирина Куколка нам скинула все скинула. Так, всем большое спасибо за поддержку. Дай бог вам здоровья. Да, в первую очередь вам, дорогие модераторы, большое спасибо. И Карина жертвует, и Санта жертвует. Спасибо вам за работу модераторства безвозмездную. На канале на Рутубе будешь делать или нет? Да, у нас уже я 50 самых популярных видео сделал плейлист. Рутуб попросил, там у меня брат занимается, Дима, он занимается Яндекс.Зен. Кстати, на Яндекс.Зене уже дали нам верификацию, это галочку, как популярной личности. Вот, ждем сейчас отметки в телеграм-канале, галочку, и все уже. И я буду спокоен, что у нас уже будут на Ютубе, естественно, у нас есть верификация, галочка уже, все хорошо.
Наталья Жарикова. Так, Наталья Жарикова. Так. Я не вижу ваш перевод. А вы когда бросали? Я, наверное, вам уже говорил, спасибо, нет? Последние переводы нету. Нету на Сбербанке ничего под Натальей. Мой вопрос тоже выбросили. Почему? Вопрос такой, будет ли создаваться пара чисто арктических волков? Вообще хотелось бы. Хотелось бы создать такую пару. Создать. И, скорее всего, создадутся такая пара, потому что у нас на следующий год 2 арктических волка планируется. И возможно, но это будет от разных пометов. И ну их вместе вязать все равно не будет, потому что они близко родственные будут. Это скорее кобеля и девочку дадут. Ну и посмотрим, может я 2 девочек попрошу. Ирина Минск, спасибо за 500 рублей нам в подарок. У нас такие планы есть как раз у Кирилла. Вот, Кирилл пообещал нам в парк волков еще подарить 2 арктических волчат. Также, возможно, надо уже на самом деле нашему братишу искать невесту. А невесту ему искать я даже не знаю. Может быть и арктическая будет волчица ему. Потому что, ну, если честно, я бы ему уже взрослую годовалую какую-нибудь отказника бы привез. Вот, так как он уже половозрел. Хотя, в принципе, куда торопиться? Торопиться не надо, потому что с волчатами у нас это будет... Ну, проблем не будет, в принципе, но не хочется. Пока не хочется, это все надо встать крепко на ноги. И потом это все сотрудничество с зоопарками всех мира. Понятно, от Фурии и Акелы у нас очень много кто из зоопарков мира, и парков, и что только в Европу очень много людей хотят от этой пары. У нас щенков, они арктики, они рождаются очень мало. Это у таких волков серых обычно там по 8, по 12 волчат рождаются. Елена Агафанова на нужности. Спасибо большое, Елена, спасибо. Дай бог вам здоровья. И, в общем, ему, конечно, бы тоже Арктику какую-нибудь или северную волчицу с Якутии. Но якуты молчат, все Якутия. Вот кто с Якутии, кто меня смотрит, если есть такая возможность, обратитесь. У кого по-любому, у кого-то живет волк вот этого года, прошлого года. Вот по-любому, я знаю, в Якутии их берут как пачками, там топят, там еще что-то делают. Вот у кого-то остался по-любому волчонок этого года, ему 3-4 месяца. Увидьте это видео, пожалуйста, свяжитесь со мной, давайте пообщаемся, по цене пообщаемся, договоримся. И сюда он приедет с Якутии для нашего братиша. Потому что еще нужно 2 года, чтобы она стала половозрелой, ему будет уже 4. И вот этот год на самом деле нельзя терять. И я очень сильно прошу, вот кто с Якутии, обязательно свяжитесь со мной, или кто вообще живет, распространите эту всю информацию, что в парк волков нужна якутская волчица, неважно, пусть она будет годовалая, может там ручная какая-то есть, там 1,5 года, даже если не ручная, у нас здесь парк не приручения волков, да, а у нас здесь сохранение популяции вида, поэтому максимально комфортные условия. Так, что-то у меня уже... Так. Инна Олеговна. Андрей, все получится. Здоровья вам. Инна Олеговна, 5000 рублей. 5 вам, Инна Олеговна. Спасибо вам огромное за 5000 рублей. Вот видите, как сбор продвигается. Просто капец. Слава богу за все. Спасибо вам огромное за поддержку. Спасибо. Так, что тут происходит? Так, какая политика? Так, что тут происходит? Нет, так. Ладно, что? Так, что вы там про какие-то коления говорите? Да, Йети прекрасно себя чувствует, он выздоровел. А к вам в СПБ можно приехать? Я просто рядом в Пушкине. Я уже говорил, как попасть к нам в парк волков. Благотворительный
пожертвования в определенную сумму, 5000 рублей, вы можете посетить на 15 минут парк. Вот, перед этим обязательно списаться и обозначиться время, определиться и тому подобное, в общем. Влад Ковалев. На самом деле нету Воландов, кроме меня и Александра Зубова. Все остальное это гибриды. Гибриды, волкособы, там не знаю как назвать. Если у него нету документа от международной организации КУПа, то это не Валент. Он не может быть никак Валент, это гибрид. Валенту только могут с документами идти, с щенячкой от международной организации КУПа. Все остальное это гибриды, волка и какой-либо собаки. Все. Никаких валентов не может. Что там за хороший щенок? Какой там щенок? Я не могу вам сказать, я не могу ручаться, поэтому кто там. Я знаю, что у меня есть запись, что ко мне можно записаться, также можно у Александра Зубова записаться и спокойно приобрести щенка. Вот, ну не спокойно, а пройти строгий отбор, конечно же. Я имею в виду, что это очень просто все делается, не надо там ничего искать. Андрей, как общение с ребятами? Я уже сказал, что очень все классно. Мне все Диму, этого, как его, Сашу я вообще видел в первый раз в жизни. Я имею в виду, вообще его никогда нигде не видел. Я знал, что какой-то Пума живет Месси где-то, но не знал где. Я знал, что я эту Пуму видел, но Саню я никогда не видел в просторах интернета. Я не знал вообще, как он выглядит, кто он там. И я познакомился, я не знал вообще регалий всех, мне потом Дима о нем поподробнее рассказал, когда он уже уехал. На самом деле для такого человека, как Саня, он очень скромный и прям вообще, я не знаю, очень скромный парень. С такими достижениями, как у него, он очень скромный прям. Вот, мне понравились все ребята. Вот. Девчонки, правда, меня не разбудили. Илга и Наталья, по-моему, уехали без меня, короче, утром в парк. Ну, это да ладно. Так. Какие красивые обои сзади. Да, это Ариадна захотела такие обои. Вон, видите. Там в мире животных у нее. Мария Васильевна, 500 рублей. Спасибо большое вам. Спасибо всем. Так, что у нас тут происходит? Так. Влад Ковалев, есть хорошие предложения. Какие предложения? Говорите. Так. Я с Андреем 2 года. Мистер Смит, не переживайте, мы вопрос решим этот. Давайте вопрос быстро решим этот весь. Все, прекращайте. Так, все, вопрос, я думаю, исчерпан. Так, только какой-то, давайте, друзья, дорогие модераторы, давайте не превышать свои должностные обязанности, как это говорится. Все по-честному и чтобы было все строго. Все, спасибо всем за понимание. Пожалуйста, не подводите. Не подводите. Все, я думаю, мистер Смит, вопросов ко мне нет теперь. Так, почему вы дразните братиша? А почему он меня дразнит? Так, Андрей, как тебя встретили твои питомцы? Анюта же засняла это видео, она ничего не выставила, она же выставила, ты, наверное, пропустила, Санта. Да, они не успели соскучиться, Черничка только соскучилась сильно, все остальные так не успели. Вот так вот. Александр очень грамотный, его речь вообще без слов паразита, очень приятный душевный человек, а вот Андрей в жизни очень скромный. Спасибо большое, Елена. Да, я говорил Диме, что я говорю, он не остановить его вообще, он говорит, он включился вот так в работу. Просто как это, я такой, нифига себе, подожди, затмил вот так, как космос всех. Понял, мы там звездочки такие, просто он там целый космос, шух, такой накрыл нас всех. И, знаешь, так, как мотор такой, и погнал, короче. Вот. Ну, интересный парень. Да, я скромный, потому что, а чё, вы же мне ничего плохого не сделали.
что мне там с вами? Я старался, но я не знаю. Ну, я всегда вот так вот, как бы, общаюсь. Когда конкретно там кто-то что-то плохое сделает, естественно, я переключаюсь и становлюсь это такой, как этот дракон, короче. А так, да, я спокойный вроде бы парень. Спасибо, короче, Елена, за комплимент. Так. Так, пожалуйста, модераторы, давайте не превышать еще раз должностные обязанности. Я знаю, что очень людей мне потом в личку пишет. И также, дорогие зрители, подписчики, кто пишет, вы старайтесь тоже немножко фильтровать где-то что-то, потому что я много чего не вижу, и я потом просто разбираться не буду, кто что писал, кто ничего не писал. Пожалуйста, вас очень много, все хотят потом мне нажаловаться, и все жалуются потом, а потом оказывается, что тот спам рассылал, тот ссылки присылал, тот еще что-то. Есть определенные правила, которым мы должны следовать. Пожалуйста, эти правила соблюдайте. 1000 рублей Вера Васильева из Чикаго с любовью. Чикаго, привет, Чикаго. А вы как на Сбербанк отправили деньги? Чикаго. Расскажите, пожалуйста, Чикаго. Так, хочется любимый парк у волков только лучше. Любовь Муравьева, здравствуйте. Кстати, Любовь Муравьева тоже приезжала к нам в гости, смотрела весь парк, игралась немножко, обнималась с черничкой. Вот. Спасибо ей большое за благотворительный сбор. Так, Андрей, так, поняли, все хорошо. Так, что тут еще у нас? Так. Привет, ты говорил на Сансаре. Когда к светлому врачи придет? Чуть позже, друзья. Через полгода только. Не забываем ставить лайки, подписываться на телеграм-канал. Там все последние новости парка, да. Вот, Ирине тоже отдельное спасибо, она организовала этих туристов в Прайд, этих волков, хотел сказать, в Прайд Львов, вот, поэтому спасибо тоже отдельное за благотворительную такую деятельность в модераторстве, в чате тоже админом, спасибо большое. Вот, жду вас с Викторией в сентябре на съемке. Андрею было 28 неделю назад. Да, мне 28. Представляете, уже все. Уже все. Так. Так, ну что, будем завязывать со всеми действиями. Спасибо всем огромное за поддержку. Ждите поста, который будет на днях выставлен в Инстаграм, в Телеграм, в Ютуб тоже, скорее всего, да, в Ютуб тоже выставим. И обязательно по возможности, у кого есть такая возможность, кто не против, максимальное распространение этого поста. Все, всех обнял, приподнял, кому отдал пятак. Короче, всем огромное спасибо за поддержку, за ваши добрые слова, за веру в меня. Спасибо вам огромное. И еще раз повторю, вот футболочка, кстати, с Daily Pet. Переходите по ссылке, которая закреплена сейчас в сообщениях, и пробуйте корм, который питаются волки. Ну, они, конечно, не все время питаются, но раз в неделю сейчас я им подсыпаю корм. Вот, конечно, естественно, лайки и ЗСЛ наши, и Валенды у нас они едят чаще. Все, спасибо вам огромное еще раз. Все, всем удачи, пока-пока. Кто на меня кому-то очень, может, некорректно как-то что-то сказал или как-то кого-то обидел или грубо ответил, простите, я не хотел никого обижать, никому грубо отвечать. Возможно,